Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Тема сегодняшнего урока – отрицательные и вопросительные формы в прошедшем времени. Чтобы составить предложение в отрицательной форме глагола в прошедшем времени, нам нужна вот такая вот конструкция. Местоимение, глагол, аффиксы ганген, ханкен, модальный глагол жок и личные окончания. Давайте посмотрим на примере. Возьмем глаголы, которые нам знакомы. Сначала берем твердую основу. Бару – идти. Убираем букву У. Вместо У добавляем аффикс ган, так как у нас основа твердая. Добавляем модальный глагол жок и личное окончание пын, так как действие делаю я. Мен барган жокпын. Я не ходила. Сен барган жоксың. Здесь меняется только личное окончание в конце, потому что действие делает второе лицо. Сіз барган жоксыз. Вы не ходили. Так как у нас форма уважительная, в конце будет буква З. Ол барган жок. Он не ходил. В третьем лице личное окончание не добавляем. Давайте возьмем мягкую основу. Глагол келу. Прийти. Точно так же убираем букву У. Вместо У добавляем аффикс ген. Мен келген жоқпын. Я не пришла. Сен келген жоқсың. Ты не пришел. Сіз келген жоқсыз. Вы не пришли. Ол келген жоқ. Он или она не пришла. Вы, наверное, заметили, что здесь ничего не меняется. Только меняются аффиксы, которые добавляются к основе глагола. Значит, если основа мягкая, добавляются мягкие аффиксы. Если основа твердая, добавляются твердые аффиксы. А как нам сказать предложение «Я не считала деньги»? Мен ақша санаған жоқпын. Ты не считала деньги? Сен ақша санаған жоқсың. Вы не считали? Сіз ақша санаған жоқсыз. Он не считал. Ол ақша санаған жоқ. Давайте посмотрим теперь вопросительные предложения. Вопросительное предложение в прошедшем времени составляется очень просто. Возьмем знакомые нам примеры и добавляем просто вопросительные частицы. Мен барган жоқпын ба? Я не ходила. Сен келген жоқсың ба? Ты не пришел. Сіз санаған жоқсыз ба? Вы не считали? Ол айтқан жоқ па? Он не говорил? На этом мы сегодня завершаем наш урок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не пропускайте уроки.